Добрый вечер. Здравствуйте, С коллеги. праздником вас еще раз, с Днем Победы. Пожалуйста. Здравствуйте еще раз. Будьте любезны. Вот Ланя Самсони, у вас вопрос есть, пожалуйста. Владимир Владимирович, здравствуйте. Лана Самсони, Интерфакс. Позвольте мне начать с сегодняшнего дня, с вашей оценки, если можно. Сегодня большой великий день. Накануне президент США Дональд Трамп выступил с инициативой объявить перемирие трехдневное. Вы его поддержали, поддержал его Зеленский. Однако накануне, 9 мая, все-таки со стороны Киева звучал ряд серьезных провокационных заявлений. Как вы оцениваете сегодняшний день, как он прошел? Ведь даже парад прошел в несколько усеченном виде из-за мер безопасности. И если можно, вашу оценку вообще сегодняшнего дня. Спасибо. Были ли какие-то провокации вообще? Ну, что касается провокации, вы видели, что я здесь нахожусь, Министерство обороны мне пока ничего не докладывало об этом. Я сказать ничего не могу. Сейчас вернусь на рабочее место, там мне доложат военные. По поводу парада, вы знаете, мы ведь приняли решение о том, что в этом году, он не юбилейный, но тем не менее, все-таки это День Победы. Мы решили, что обязательно будем проводить праздничные мероприятия, но без демонстрации военной техники. И не только по соображениям безопасности, но прежде всего потому, что вооруженные силы должны сосредоточить свое внимание на окончательном разгроме противника в рамках проведения специальной военной операции. Что касается провокационных заявлений, то да, и эти решения, безусловно, были приняты гораздо раньше, чем все прозвучавшие, как вы сказали, провокационные заявления. Что касается этих заявлений, то мы на них отреагировали, как вы знаете. Вначале Министерство обороны выступило с определенным заявлением. Оно хорошо известно, что в случае попытки срыва наших праздничных мероприятий мы вынуждены будем нанести ответные удары, массированные ракетные удары по центру Киева. Что же здесь непонятного? Именно это предполагалось как ответные действия. Мы этим не ограничились. За этим последовала нота Министерства иностранных дел. Это уже документ, а не просто заявление. Но и этим мы не кончили. Мы начали работу с нашими основными партнерами и друзьями. Прежде всего с нашими друзьями из Китайской Народной Республики, из Индии, с некоторыми другими странами. В том числе начали работу и с администрацией Соединенных Штатов Америки. Какую работу? Мы просто обрисовали нашим друзьям и коллегам, партнерам, обрисовали картину, которая может сложиться. У нас ни с кем нет никакого желания усугублять, ухудшать отношения. А это могло бы произойти, имея в виду, что все центры управления и принятия решения в Киеве находятся в непосредственной близости от дипломатических учреждений целого ряда стран. Там их несколько десятков. В этом и вопрос. И когда начали такой диалог с администрацией Соединенных Штатов Америки, мы их предупредили об этом, показали на возможные последствия и попросили сделать все необходимое для обеспечения безопасности дипломатического представительства их страны. Вот в результате всех этих дискуссий и возникла инициатива президента Соединенных Штатов, господина Трампа, о дополнительных 2 днях перемирия и обмена военнопленными в эти 2 дня. Мы сразу согласились с этим, тем более, что это, на мой взгляд, и оправданное предложение, и продиктованное соображениями уважения к нашей общей победе над нацизмом и явно носящее ярко выраженный гуманитарный характер.
Кстати говоря, мы накануне, за несколько дней, 5 мая, передали украинской стороне предложение об обмене и направили на Украину список из 500 украинских военнослужащих, находящихся в России. Первоначально реакция была такая, что нужно посмотреть повнимательнее, может быть, не все 500, может быть, 200, а потом вообще они сошли с радаров и прямо сказали, что они не готовы к этому обмену, не хотят. Поэтому, когда прозвучало предложение президента Соединенных Штатов Трампа, мы, конечно, это сразу поддержали. И рассчитываем на то, что в данном случае все-таки украинская сторона отреагирует на предложение президента Соединенных Штатов. Никаких предложений до сих пор к нам, к сожалению, не поступало. Да. Что-то еще там или все? В принципе, ваша оценка сегодняшнего дня про провокации в целом все. Ну, да, спасибо большое. Да. Здравствуйте, Алексей Конопко, телеканал «Россия». Владимир Владимирович, у вас прошел марафон двусторонних встреч. Расскажите, пожалуйста, что было главным в переговорах? И, если позволите, дополнение на смежную тему. Пожалуйста, пожалуйста. Мы нередко на парадах Победы видели представителей еще одной союзной бывшей республики Армении. В этом году нету, зато Пашинян на днях принимал Зеленского, давал ему трибуну для угроз в адрес нашей страны. Как вы к этому отнеслись? Как вообще будут дальше строиться отношения с Ереваном? Спасибо большое. Что касается двухсторонних встреч, и что было главным на этих переговорах, главным было событие, которое стоит в центре внимания и России, и всех стран, дружественных, как мы говорим, стран, и в данном случае тех, представители которых приехали на праздничные мероприятия в Москву. В центре обсуждения был именно День Победы, наш общий результат в борьбе с нацизмом и разговор о том, как сделать так, чтобы память о героях Второй мировой и Великой Отечественной войны она была сохранена и послужила бы базовым основанием для того, чтобы ничего подобного в будущем больше не повторялось. И, конечно, мы говорили о двусторонних отношениях. Здесь на первый план, конечно, выходят наши отношения с ближайшими нашими союзниками и партнерами. Это Белоруссия, Казахстан, Узбекистан. У нас в Беларуси свыше 50 миллиардов долларов оборот. Страна 10 с небольшим миллионов населения, а оборот какой, представляете? Там есть о чем поговорить. И много вопросов на самом деле. То же самое и с Казахстаном, и с Узбекистаном. Быстро растущие экономики. У нас хорошие планы, в том числе инвестиционного характера. С Казахстаном у нас есть и общие интересы в рамках Евразес. Поэтому, да, и по другим странам, с которыми встречались, например, Лаос, конечно, тоже важный для нас партнер. Объемы там очень скромные в долларовом выражении, но перспективы хорошие, и страна удачно расположена на АСЕАН, важный для нас регион. Поэтому в каждом конкретном случае было о чем поговорить, и все носило очень предметный и прагматичный характер. Что касается планов Армении, армянского руководства, вы знаете, ведь мы на эти мероприятия никого не приглашали. Это не юбилейные мероприятия, но всем, так сказать, разослали информацию о том, что мы будем рады, если кто-то приедет. Мы никому не запрещаем этого приезда. Приглашения официального нет. Поэтому не только Армения, и другие многие страны, и наши добрые соседи, и хорошие наши партнеры, и друзья не были сегодня здесь. Я здесь не вижу ничего необычного. Хотя те, кто приехал, безусловно, проявили в известной степени и мужество личное, потому что
ведь им стало известно об определенных договоренностях, в том числе и в инициированных президентом Трампом увеличении дней перемирия, об обменах и так далее. То есть как бы им стало известно о разрядке этой ситуации только после того, как они приехали. И не зная об этом, они, тем не менее, приняли решение быть здесь. И это заслуживает особого уважения. Но повторяю, то, что кого нет, ничего здесь особенного мы не видим. А вот что касается планов Армении присоединиться к Евросоюзу, это, конечно, требует особого рассмотрения. Мы обсуждали это с премьер-министром Пашиняном не один раз. И не видим здесь ничего особенного. На самом деле, и он подтвердит, я ему уже несколько раз говорил, и сейчас публично могу повторить, мы поддержим все, что выгодно армянскому народу. У нас с армянским народом особые отношения на протяжении столетий. И если армянскому народу выгодно то или иное решение, пожалуйста, мы против не будем. Но, конечно, мы должны иметь в виду некоторые обстоятельства, которые являются важными и для нас, и для наших партнеров. Что имеется в виду? Ну, например, у нас торговый оборот с Арменией, он снизился сейчас. В прошлом году, позапрошлом был гораздо больше, но все-таки 7 миллиардов долларов по 2025 году. Если иметь в виду, что ВВП страны 29 миллиардов, то это серьезная величина. И Армения получает значительные преимущества в рамках Евразес. Это касается сельского хозяйства, это касается перерабатывающей промышленности, это касается таможенных и других сборов и так далее и тому подобное. Это касается миграционной сферы. И, на мой взгляд, было бы правильным, было бы и по отношению к населению, гражданам Армении, и по отношению к нам, как к главному экономическому партнеру, определиться как можно раньше. Ну, например, провести референдум, например. Это не наше дело, но, в принципе, это вполне было бы логично провести референдум и спросить у граждан Армении, каков будет их выбор. В соответствии с этим и мы сделали бы соответствующие выводы. И пошли бы по пути мягкого, такого интеллигентного и взаимовыгодного развода. Ведь, понимаете, что вот мы сейчас переживаем все, что происходит на украинском направлении. А с чего началось-то? Со вступления или попытки вступления Украины в ЕС. Первый этап был, только первый этап. Мы уже тогда начали обсуждать и с европейцами. Мы им говорили, послушайте, фитосанитарные нормы разные абсолютно в ваших странах, в Евросоюзе и в России. Кстати, у нас гораздо более строгие фитосанитарные нормы. И, это невозможно, чтобы ваша продукция поступала на российский рынок через украинскую территорию. Мы не можем этого допустить. А у нас на тот момент были свободные границы, зона свободной торговли с Украиной. Мы вынуждены будем закрываться. То же самое касается целого ряда промышленных товаров. Я, честно говоря, был удивлен такой жесткой прямолинейной позицией со стороны европейцев. Жестко встали ни по одному вопросу. Нет, нет, нет. В конечном итоге все-таки и тогдашний президент Янукович повнимательнее прочитал, прикинул, сказал, нет, пока, наверное, я не готов к этому, потому что слишком большой ущерб для экономики Украины возникал. Он не отказался от вступления. Он сказал, я должен еще раз к этому вернуться, все проанализировать. Все это привело потом к госперевороту, к крымской истории, к позиции юго-востока Украины и к боевым действиям. Вот к чему это все привело. Это серьезный вопрос. Поэтому не нужно доводить до крайности. Нужно своевременно просто сказать, что мы будем делать так и так. Здесь нет ничего особенного. Надо все посчитать.
И на армянской стороне надо посчитать, и нам посчитать. Я вот сейчас вот отвечаю, думаю, вполне можно было бы поставить этот вопрос на очередном саммите Евразес. Сейчас покомандует начальство, да, потом я. Добрый вечер. Андрей Колесников, газета «Коммерсант». Владимир Владимирович, какое-то время назад вы сказали, что объявляете перемирие с 8 мая. Да. Значит, тогда Зеленский объявил о том, что он объявляет перемирие с 6 мая. Вы по этому поводу промолчали. Почему? Еще один момент. В СМИ, так сказать, писали, что Роберт Фицо должен передать вам послание от Владимира Зеленского. Он передал или нет? Потому что тишина по этому поводу, да? Мы ничего не знаем. Может быть, вообще дело в том, что вам до сих пор нужно себя преодолевать, чтобы иметь дело с Владимиром Зеленским. Нет? Спасибо. Первое, что касается перемирия. В ходе последнего телефонного разговора с президентом Соединенных Штатов, господином Трампом, у нас возник разговор о 9 мая. И, кстати говоря, он говорил об этом очень достойно, на мой взгляд. Он вспомнил наше союзничество в общей борьбе против нацизма. И я сказал ему, что планирую объявить 8 и 9. Почему 8? Потому что на Западе 8, а Украина к этому присоединилась, они теперь, по-моему, тоже 8 число считают Днем Победы. Но это не важно. А важно то, что президент Трамп это активно поддержал. И мы буквально через день мы объявили об этом. Но как мы только объявили об этом, никакой реакции ни от кого не было. Спустя, не знаю, день-два, когда, видимо, в Киеве подумали, что и точно осознали, что это поддерживается и администрацией Соединенных Штатов, видимо, сочли для себя благом на это отреагировать. Но как отреагировать? Согласиться просто с нашим предложением, видимо, посчитали для себя невыгодным. И поэтому придумали другое предложение. С 6 числа. Вы знаете, для нас, для России, все-таки 9 мая – это не комедийное шоу с игрой на клавишных инструментах. Для нас это святой день, потому что каждая семья у нас пострадала. Если посчитать, что 27 миллионов жертв, которые принес на алтаре Победы Советский Союз, то РСФСР, то есть сегодня Российская Федерация, потеряла почти 70%. На долю РСФСР по документам на послевоенном пришлось почти 70% потерь, 69 с чем-то. Ну, посчитайте, если 27 общие потери, то потери России это будет сколько? Почти 19 миллионов человек. Конечно, для нас это событие, которое касается каждого гражданина Российской Федерации, каждой нашей семьи. И мы здесь ни в какие игрушки не играем. Мы предложили 2 дня, реакции не последовало, а потом вдруг начались какие-то игры по этому поводу. Мы в эти игры не играем. Но поскольку возникло предложение президента США еще и провести обмен, который мы сами и предлагали 5 числа, можете у Бортникова спросить, скрывать не будет, направили же целый список, 500 человек, то, конечно, мы это приветствовали и готовы были это сделать, и сделали, продлили еще на 2 дня это перемирие, в надежде провести обмен. Надеюсь, что в конце концов мы это сделаем. А вторая часть вопроса. По поводу послания. Послание. Да, значит, господин Фицо мне сказал об этом, сказал о своей встрече. Особого послания там и не было. Там просто я услышал еще раз о том, что
украинская сторона, господин Зеленский, готов провести личную встречу. Да, это я слышал. Но мы слышим это не первый раз. Ну, что можно в этой связи сказать, что мы никогда не отказывались, я не отказывался. Я не предлагаю эту встречу, но если кто-то предлагает, пожалуйста, пусть приезжает. Тот, кто хочет встретиться, пусть приезжает в Москву, мы встретимся. Можно встретиться и в третьей стране, но только в том случае, когда будут достигнуты окончательные договоренности о мирном договоре, который должен быть рассчитан на длительную историческую перспективу, чтобы поучаствовать в этом мероприятии, либо что-то подписать, но это должна быть окончательная точка, а не сами переговоры. Потому что мы знаем, что такое сами переговоры. Я это хорошо лично проходил в Минске при выработке Минских соглашений. Ну, это можно часами, бесконечно разговаривать днем и ночью, без толку. Нужно, чтобы специалисты поработали, все сделали, чтобы было понятно обеим сторонам, что договоренности полностью согласованы. Ну, в этом случае можно встречаться где угодно, чтобы или подпись поставить, либо поприсутствовать при подписании. Ну, можно, пожалуйста. Александр Юношев, Лайф. Здравствуйте, Владимир Владимирович, с праздником вас. Добрый вечер. А вот в связи с тем, что вы говорили про переговоры, в связи с тем, что вы говорили про переговоры, как вы вообще относитесь к продолжению урегулирования украинского вместе с американцами? Пауза затянулась, вот с последних зимой были переговоры, и с учетом того, что Рубио говорил, что вообще, может быть, не стоит на это времени тратить. Послушайте, это прежде всего касается России и Украины. Если кто-то нам хочет помочь и делает это, а мы видим, что сегодняшняя администрация США и президент Соединенных Штатов искренне, я хочу это подчеркнуть, искренне стремятся к урегулированию, им явно этот конфликт не нужен, у них много других приоритетных задач, то мы за это только им благодарны. Но это прежде всего дело России и Украины. Павел Зарубин еще задаст вопрос. Да, конечно. Добрый вечер, Павел Зарубин, телеканал «Россия». Самая главная мировая тема, вот уже 2,5 месяца, это, конечно, события вокруг Ирана. На ваш взгляд, как вообще дальше может развиваться ситуация на Ближнем Востоке, в Персидском заливе? И есть ли, по вашему мнению, реальные перспективы выхода на мирное соглашение между США и Ираном? И еще не могу не задать такой вопрос. Вы недавно сказали о том, что террористическая угроза растет, имея в виду киевский режим. И мы видим, что подобные удары происходят и в очень отдаленных городах от границы, как Екатеринбург, Пермь, недавние события в Чебоксарах. Не слишком ли многое стал себе позволять Запад, поскольку ведь на Западе сами признают, что без их поддержки киевский режим и нескольких дней бы не просуществовал. Ну, что такое Запад? Это так называемое, я так думаю, глобалистское направление западных элит. Вот оно с нами и воюет руками украинцев. И они, конечно, в этом смысле хорошо устроились, они спровоцировали этот конфликт. Я же сказал, с чего началось. Я же ничего не придумал по поводу изначальной точки отсчета. Как ни странно, речь шла о присоединении или нет Украины к ЕС. Да ради бога, пусть присоединялись бы. Но это дошло до вооруженного конфликта. А почему? Потому что плевать все хотели на интересы России. Более того, и стремясь использовать Украину как инструмент для достижения своих геополитических целей, эти деятели на Западе, они же всех обманывали. Публично же сейчас об этом говорят. И начали нас обманывать еще, что касается расширения НАТО на восток, еще в начале 90-х годов. Ни шагу на запад нам говорили тогда, не сделает НАТО. Ну и что? Где? И вот все это вкупе, в совокупности спровоцировало сегодняшнюю ситуацию. Так что они с нами воюют. Но, повторяю, это всем уже стало понятным руками украинцев. Вот мы совсем недавно с коллегами разговаривали тоже, вспоминали, как это все разворачивалось. Ведь мы же договорились с украинцами в 2022 году в Стамбуле. Парафировали соглашение.
Потом один коллега, ну, что скрывать, господин Макрон мне позвонил, сказал, что Украина не может подписывать такие документы исторические с пистолетом у виска. Это прямая речь. У нас запись разговора сохранилась. А что надо сделать? Ну, надо бы отвести войска от Киева. Ну, отвели. Тут же приехал еще один представитель шоу-бизнеса, тогдашний премьер Великобритании. И что говорит? Нельзя подписывать. Это соглашение несправедливо. А кто определяет, справедливо или нет? Если представитель переговорной группы с украинской стороны парафировал эти документы, что же здесь несправедливо? Кто это определяет? Ну, все замечательно, пообещали помощь и начали раскручивать противостояние с Россией, которое продолжается до сих пор. Я думаю, что дело идет к завершению, но все-таки это серьезная вещь. Возникает вопрос, а зачем? Во-первых, ждали сокрушительного поражения России, мы хорошо знаем, крушения государственности в течение нескольких месяцев. Не получается. А потом уже залезли в эту колею и вылезти из нее никак не могут. Вот в чем проблема. Хотя умные люди, безусловно, там есть и те, которые, безусловно, понимают суть происходящих событий. Ну, надеюсь, что эти политические силы постепенно будут возвращаться к власти. Либо будут власть брать в свои руки при поддержке подавляющего большинства европейских стран. Что касается Ирана, США, очень тяжелый и сложный конфликт. И нас это ставит в сложное положение, потому что у нас с Ираном добрые отношения, и со странами Персидского залива дружеские отношения, без всякого преувеличения. И мы продолжаем контактировать и с одной, и с другой стороной. Надеемся, что этот конфликт можно будет прекратить и как можно быстрее. На мой взгляд, нет уже заинтересованных лиц для продолжения этого противостояния. Конечно, мы понимаем, что договоренности должны быть достигнуты в интересах всех народов и всех государств этого региона. Есть разные варианты, мне бы не хотелось сейчас вдаваться в детали. Мы их представляем себе, какие они могли бы быть. И в целом они могут быть достигнуты. И наоборот, если дело пойдет к обострению ситуации, к повышению уровня конфронтации, проигравшими будут все. Да, пожалуйста, прошу вас. С праздником! Раисина Бодрова, телеканал «Звезда». Владимир Владимирович, мы знаем, что есть коалиция желающих помочь Киеву, Украине, да, но вот с недавних пор еще стала появляться или, может быть, возрождаться коалиция желающих наладить контакты с Россией. Об этом буквально вчера заявил глава Европейского совета и добавил о том, что они ищут идеального кандидата, идеальную кандидатуру на то, чтобы кто-то их всех представлял. Вопрос, кто бы мог быть для вас предпочтительнее вот в этой кандидатуре для таких переговоров? Как вы считаете, остались ли здравомыслящие политики в Западной Европе, с которыми можно вести диалог? Для меня лично предпочтительнее бывший канцлер Федеративной Республики Германия господин Шрёдер. Ну, а так, пускай выбирают европейцы такого лидера, которому они доверяют, и который не наговорил каких-то гадостей в наш адрес. Пожалуйста. Мы никогда не были закрыты от переговоров. Никогда. Это же не мы отказались, а они отказались. Прошу вас. Здравствуйте, Владимир Владимирович, Анна Курбатова, Первый канал. Непростой вопрос, все-таки, если позволите. Вот что мы сейчас видим? А надо? Надо? Непростой вопрос нужно задавать. Сегодня праздничный день. Небо Прибалтики, по сути, вот сейчас становится коридором для украинских дронов. Дроны, которыми они нас атакуют, им помогают собирать на заводах в Евросоюзе. Минобороны публиковала список, известные адреса, явки, пароли. Что мы будем делать с этим знанием? И вот этот вопрос отчасти уже звучал, уточню, если позволите. Мы расширяем зону безопасности в нашем приграничье, но
Также мы видим, что дроны ВСУ уже атакуют наш глубокий тыл, это и Пермь, и Ленобласть, и Туапсе. Значит ли это, что зону безопасности нам нужно расширять еще и до какого предела? Может быть, до самых западных границ Украины, где... Ну вот вы ответили на этот вопрос. Нужно сделать так, чтобы нам не угрожал никто. Вот и все. Мы к этому и будем стремиться. А то, что технологии им дают в Европе, частично там собирают эту технику, мы знаем. Они играют на повышение, но, судя по тому, что сейчас было сказано, все-таки ищут уже контакты с нами, понимают, что эта игра на повышение может дорого стоить. Прошу. Спасибо большое, Насар Хасан, Rush Today. Господин президент, вернусь к тематике, что касается ситуации в Персидском заливе. Одно из жестких условий, которые Соединенные Штаты Америки настаивают на него, это вывоз высоко обогащенного урана. Россия в свое время предлагала свою площадку для вывоза. Соединенные Штаты Америки отказываются. Иранцев, говорят, тоже хотят оставить у себя. В данной ситуации, как видите выход из сложившейся ситуации? Вы знаете, я поделюсь с вами секретами, но они такие относительно секретные секреты. Мы не только предлагали, мы же уже один раз это делали в 2015 году. И Иран, доверяя нам в полном объеме, и не без основания доверяет, потому что мы, во-первых, никогда не нарушали никаких договоренностей, во-вторых, мы продолжаем мирные ядерные программы в Иране, построили уже Бушер, который работает, и продолжаем строить. Мы же продолжаем работу. И наша работа по сотрудничеству в сфере мирного атома не подвержена текущей конъюнктуре. Мы в 2015 году это сделали, и тогда это легло в основу заключения договора между всеми заинтересованными странами и Ираном. То есть сыграла очень позитивную роль. Такой опыт есть. Я и сейчас сказал, что мы готовы повторить этот опыт. И первоначально, вот это и есть как бы секрет, все согласились. Согласились и представители Соединенных Штатов, согласился Иран, согласился Израиль. Но потом Соединенные Штаты свою позицию ужесточили и потребовали вывоза только на территорию США. После этого Иран ужесточил свою позицию. И мне было сказано, приезжал господин Лариджани, который, к сожалению, ушел из жизни. Очень жаль. Это был человек, с которым можно было вести конструктивный диалог. Он умел слушать, слышал, реагировал на все. И он тогда приехал и сказал: нет, вы знаете, мы тоже изменили свою позицию, теперь мы не готовы вывозить этот обогащенный уран никуда. Предлагаем России новый формат сотрудничества, создать совместные предприятия, но на территории Ирана. И вместе там разбавлять уран. Я сказал: пожалуйста, мы не против. Главное, чтобы это разрядило ситуацию, но мне кажется, что уже с этим никто не согласится, ни Соединенные Штаты, ни Израиль. Так и получилось. И по этому направлению ситуация как бы зашла в тупик, надо сказать откровенно. Наши предложения лежат на столе, и мне кажется, это хорошее предложение. Почему? Потому что, во-первых, если все с этим согласятся, и Иран может быть уверен полностью в том, что он вывез эти материалы в дружественную страну, которая сотрудничает и будет продолжать сотрудничество с Ираном в сфере мирного атома, а к другим ядерным программам, к оружейным программам Иран и не стремится. И ФЕТФА есть там, принято еще прежним духовным лидером. И мы слышали неоднократное заявление по этому поводу. Да и МАГАТЭ ни разу не сказала, что есть доказательства стремления Ирана к ядерному оружию. Все другие участники этого процесса, на мой взгляд, тоже могли бы быть заинтересованы. Мне кажется, что это могло бы их устроить. Почему? Во-первых, все бы увидели, что это такое, сколько и где находится. Второе, это все было бы поставлено под контроль МАГАТЭ. И в-третьих,
работа по разжижению этого урана была бы организована также под контролем МАГАТЭ, была бы прозрачной и безопасной. Но если... И при этом нам ничего не нужно. Не для того, чтобы нам, извините за моветон, политические жабры надувать и сказать, что вот без нас никто ничего не может. Нет, мы просто хотим внести свой вклад какой-то посильный, если это устроит всех, в разрядку ситуации. Если это не устраивает, ну, ради бога. Но мы будем поддерживать любую ситуацию, любое решение, которое выведет из тупика эту позицию и даст возможность двигаться по пути мирного урегулирования. И мне кажется, здесь тоже нюансы, сейчас вот об этом я точно не буду говорить, но компромиссы возможны. Спасибо большое. Давайте. Да, давайте, девушка, спасибо. Да. Ну, пожалуйста, вот девушка стоит. Да, хорошо. Владимир Владимирович. Потом вам и закончим, ладно? Да. С праздником, в первую очередь, Праздником, хотела спасибо сказать. большое. Людмила Александрова, газета «Московский комсомолец». Известно, что сейчас идет активная подготовка вашего визита в Китай. Также ожидается встреча Трампа и Си Цзиньпина. Вот скажите, пожалуйста, есть ли какая-то связь между этими двумя дипломатическими контактами? И также, если можно, расскажите, какие бы вопросы ключевые вы хотели бы обсудить с Си Цзиньпином? Спасибо. Ну, здесь нет никакого секрета. Во-первых, мы всегда об этом говорим. Взаимодействие России и Китая является важнейшим фактором сегодня по стабилизации международных отношений. Ведь у нас почти не осталось договоров, которые регулируют сферу безопасности, сферу разоружения и контроля за ядерным оружием. И взаимодействие таких государств, таких стран, как Китай и Россия, безусловно, является фактором сдерживания и стабильности. Это первое. Второе, это наш крупнейший торгово-экономический партнер. Ну, слушайте, свыше 140 миллиардов долларов. Это приличный оборот. И он растет. Второе. Третье. У нас и он диверсифицирован. И эта диверсификация продолжается за счет высокотехнологичных отраслей. Что очень важно. И я хочу поблагодарить руководство Китайской Народной Республики за то, что и вот мой друг, как я говорю, говорит с полным основанием, председатель КНР, господин Си Цзиньпинь, он поддерживает лично, я вижу это, чувствую, поддерживает эту диверсификацию в направлении высокотехнологичных отраслей. Но есть еще и вопросы сферы энергетики. Здесь и атомная энергетика. Мы же продолжаем работать с Китаем. Мы же продолжаем строить атомные блоки. Это альтернативные виды энергии. Китай преуспел в этом значительно, но тем не менее есть и возможность посотрудничать. Это космос, это традиционная энергетика, это углеводородная. И нефть, и газ. Вот сейчас не буду тоже пока говорить об этом, но в принципе мы в высокой степени находимся договоренности, потому чтобы сделать серьезный, очень существенный шаг вперед в сотрудничестве в газовой и нефтяной сфере. Серьезный. Ну, просто не буду забегать вперед по этим вопросам. Я так вот вижу, мне докладывали мои коллеги. Практически все основные вопросы согласованы. И если удастся их доработать и поставить точку во время визита, я буду очень рад. Вот. А то, что Соединенные Штаты продолжают контакты с Китаем, ну что, это очень важно. Мы это только приветствуем. Это еще один элемент стабильности, потому что, во-первых, они очень крупные торгово-экономические партнеры, и от их взаимодействия зависит состояние всей мировой экономики. Мы внимательно за этим наблюдаем. И исходим из того, что никаких нелегитимных санкций не будет, никакого напряжения в экономической сфере между двумя государствами не возникнет. Мы от этого только получаем выгоду, от стабильности и конструктивного взаимодействия между Соединенными Штатами и Китаем. Так, пожалуйста.
Антон Золотницкий, МИД «Известия». Спасибо большое, Владимир Владимирович. Хотел тогда вернуться к Дню Победы. Европейские политики оказывали давление на лидеров, которые собрались в Москве, и в целом продолжают попытки переписывать историю, вымарывать роль Советского Союза в победе над нацизмом. Вот как вы оцениваете эту, с позволения сказать, деятельность, и до чего это может довести Европу? Спасибо. Глупость это может довести до нищеты, в конце концов. Да, вы ручку поднимайте. Пожалуйста. Ну, вот девушка. Уступите девушке. Спасибо У большое. вас доброе сердце. Спасибо большое. Спасибо. РИА Новости, Ольга Волкова. Прежде всего, с праздником. Что-что? РИА Новости, Ольга Волкова. Да, Прежде всего, поздравляю с праздником, конечно, вас. И в продолжении коллеги я хотела бы задать вопрос. Он касается темы исторической памяти и ее сохранения, скорее так. Вот, а как вы считаете, почему вообще сейчас в Европе настолько упорно избегают любых упоминаний именно подвигов советских солдат, советских воинов? Вот даже запрещают георгиевские ленточки. И с учетом настроений, которые сейчас есть на Западе, как вы считаете, будет ли это усугубляться и дальше? И Россия что-то может сделать? Что может сделать Чем Россия? сильнее будет Россия, тем быстрее это будет сходить на нет. Первое. Второе. Что касается, почему это вообще происходит. Я считаю, что это проявление, как ни странно прозвучит, реваншизма со стороны тех самых глобалистских западных элит, о которых я уже упоминал. Не к ночи будем вспоминать, но уже в позднее время. Что имею в виду? Ведь я уже сказал, и мы все это знаем, что все рассчитывали на быстрый крах России. В течение 6 месяцев все должно было бы, по их мнению, развалиться. Предприятия должны были встать, банковская система должна была бы перестать работать, миллионы людей должны были оказаться на улице. У нас, кстати, самая низкая безработица из всех стран, 20-ки, 2,2% до сих пор. И все рассчитывали что-то оттяпать у России, что-то хапнуть, извините за простоту выражения. Вот Финляндия зачем вступила в НАТО? У нас что, с Финляндией были какие-то территориальные споры? Нет. Все было давно решено. Ничего не нужно. И руководство Финляндии это прекрасно понимало. Чего в НАТО пошли? А в надежде, что здесь у нас все рухнет, а они тут как тут, цап-царап. Значит, вот они уже там границу строят по реке Сестре. Я бы и жест определенный сделал, и кое-что сказал, но поскольку я родом из культурной столицы, я воздержусь. Но я думаю, что в значительной степени то, что происходит, продиктовано именно соображениями подобного рода. Но сейчас, когда приходит понимание, что все не так просто, что возникают проблемы, что преодолеть их достаточно сложно, и лучше искать пути возобновления нормальных отношений. Лучше переходить к каким-то договоренностям, взаимоприемлемым договоренностям. А, кстати говоря, мы с Европой-то всегда строили отношения на принципах взаимного уважения и учета интересов. Это не пустое дипломатическое словосочетание. Мы именно так и делали. Не всегда с Европой так разговаривают сегодня. А мы только так разговаривали, всегда. Но этого показалось мало. Ну, надеюсь, что осознание того, что это была ошибочная позиция, сейчас вот уже обозначилось и будет набирать обороты и силу. И в конечном итоге мы все-таки восстановим отношения со многими странами, которые сегодня пытаются придать анафеме наши отношения. Но чем раньше это произойдет, тем лучше. И для нас, и в данном случае для европейских стран. Спасибо вам большое. Пора заканчивать. С праздником. С Днем Победы. До свидания.